Мои дорогие братья и сестры, на прошлом уроке мы с вами подробно разобрали доводы из достоверных хадисов и источников и убедились в том, что вопрос «Айн Аллах?», где Аллах, не является частью акиды, вероубеждения. Было дано много доказательств тому, что это не является частью акиды или имана. Также об этом утверждали и такие почитаемые имамы, как имам Малик, рахимахуллах, и имам Абу Ханифа, рахимахуллах. Но до сих пор этот вопрос рождает множество споров и вводит в заблуждение. И очень часто нам задают этот вопрос: «Айн Аллах?», где Аллах? И мы пытаемся добросовестно все разъяснить, что это не часть акиды, знать, где он сидит. Кади Ияд сказал то, имам Навави сказал это. Итак, если мы хотим ответить на этот вопрос, первое, что надо нам самим уяснить, ни акида, ни иман не основывается на этом вопросе. Итак, если к вам все же подойдут с вопросом «Айн Аллах?», где Аллах, мы должны дать тот ответ, который дает нам Коран. Мы должны дать тот ответ, который дает нам Коран. Какой же ответ дает Коран? Передо мной сейчас лежит книга «Тафсир Ибн Касир», имама Ибн Касира, рахимахуллах. И в первом томе, на странице 200, текст под аятом И тут Ибн Касир, рахимахуллах, приводит два толкования. Один из авторитетных ученых, имам Ибн Аби Хатиб, рахимахуллах, рассказывает, что группа арабских бедуинов подошла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, с вопросом: «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, является ли наш Господь кариб, близким, что мы можем молиться, взывать к Нему тихо, негромко, тихим голосом, или же Он баид, далеко от нас, что мы можем громко кричать, обращаясь к Нему?» Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: Всевышний Аллах не спаслал аят, в котором сказал: «О пророк, если мои рабы спросят тебя обо мне, скажи им: воистину, я близок, фаинни кариб». «Я близок, фаинни кариб». «Я близок». Это написано в Коране. Нам сейчас могут сказать: «Ауду билля». Это же значит, что Он везде, и даже в туалете. Я этого не говорил. Я сказал лишь то, что сказано в Коране. «Фаинни кариб». И это ответ. Если тебе скажут «Аллах везде» или «Аллах сидит на троне», как некоторые антропоморфисты представляют, ты должен отстраниться от фитны и дать им ответ, который дает Коран, но только если тебя спросят. Во всех других случаях тебе не следует вообще размышлять о сущности Аллаха. Почему? Потому что Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: «Размышляйте о сотворенном». Неужели они не видят, как созданы верблюды, как водружены горы, как вознесено небо, как распростерта земля? Сахабы делали дуа: «О Господь, которого не видят глаза, которого не может объять разум. Нет разума, способного представить Аллаха субхану ва тааля. Нет разума, способного постичь Аллаха субхану ва тааля». Аллах субхану ва тааля сотворил нас так, что скорость мысли быстрее скорости глаз. Скорость мысли быстрее скорости света. Человек может в 2 счета оказаться в мечети. Стоит только представить, и вот он уже сидит в Гарварде или Лондоне. Но даже при этом мысль не может постичь Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня, заключены знамения для обладающих разумом». Которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку.
и размышляют о сотворении небес и земли. Уляма, ученые нашего века и величайшие ученые уммы, говорили, что Аллах Субхану ва Тааля затрагивает сразу два момента в этом аяте – зикр и фикр. Зикр означает поминание, а фикр означает размышление, думать о сотворении. Аллах упоминает зикр и фикр, но Он упоминает зикр только в отношении Его самого и упоминает фикр только в отношении сотворенного. Итак, что делают верующие? Они поминают Аллаха Субхану ва Тааля. Размышляют ли они об Аллахе и Его сущности? Что они делают? Они размышляют о сотворении небес и земли. Идем дальше. Имам Ибн Касир, рахимахуллах, говорит во втором толковании на той же странице. Большой ученый имам Ибн Раззак, рахимахуллах, говорит: сподвижники, сахабы, радийаллаху анхум аджмаин, спросили у пророка, алейхиссалату вассалям: «Айна раббуна? Айна раббуна?» О посланник Аллаха, «Я Расуль Аллах, скажи нам, где Аллах?» И они спросили это не с намерением выяснить акиду или иман. Запомните это. Они спросили: «Айна раббуна?» Где наш Господь? И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, ответил тем же аятом: «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то скажи им: поистине, я близок». Итак, этот вопрос не является частью акиды. Я подробно разъяснил это еще в предыдущих уроках. Если к вам подойдет человек с вопросом «Айна Аллах?», скажите ему, что сахабы спросили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Айна раббуна?» Где Аллах? Где наш Господь? И Коран ответил им. Они говорят: мы должны следовать Корану и Сунне. Так дайте им тот ответ, который дал Коран.